Погребенный заживо. Страшная трагедия произошла в селе Кармалы Нижнекамского района. Водителя, перевозившего сенаж, завалило тоннами силоса. Парень пробыл под толстым слоем влажной скошенной травы больше 20 минут. Его вытащили его же коллеги. До приезда скорой помощи они непрерывно делали ему искусственное дыхание. Мужчина задышал, но спасти его все равно не удалось. Айрат Назипов продолжит. Она в тот момент была наполовину заполнена. Сейчас уже закрыто, заложено полностью яма. Дмитрий, свидетель трагедии, говорит, что погибший, его звали Булат, на грузовике занимался перевозкой сенажа. Первым неладный заметил водитель КамАЗа. Он работал тут же, трамбовал яму трактором. Увидел, что машина сына 10 минут стоит с откинутым кузовом. Начал искать Булата. Понял, что сын находится под толщей травы. На помощь прибежали еще человек 10. КамАЗисты, трактористы и агрономы начали откапывать сенажную яму. Парня нашли под слоем сена спустя 10 минут. Он не дышал. До того, как приехала скорая, его откачивали искусственным дыханием, прямой массаж сердца делали. Я сам тоже участие в этом принимал. Он задышал? Да, он начал дышать. Он шевелил головой. По-моему, даже глаза были открыты. Молодого человека госпитализировали, но спасти его не удалось. Он скончался в реанимации. В агрофирме началось расследование. Водитель КамАЗа, он у нас работает. То ли недавно устроился, 3 июля. Перевозил сенаж и при выгрузке каким-то образом, несоблюдение техники безопасности, как мы предполагаем, залез под кузов и остался под сенажом. Руководство агрофирмы обещает помочь семье погибшего. Булату было 25 лет. У него остались 3 несовершеннолетних детей. Айрат Назипов, Анастасия Шакирова, Евгений Лазаев. Вызов 112.